Допросили двух свидетелей. Антидепрессант Дед Мороз. Егорова, он известен как Дед Мороз Да. в отряде. И Да, Дед Мороз. Евгений Ростокин, это ворон. Ой, как хорошо. Ростокина допросили по месту жительства в суде в Оренбурге, в Центральном районном суде он давал свои показания. В общем, очень яркое было выступление у Деда Мороза. Егорова. То есть он очень положительные характеристики дал Александру. Разумеется, сказал, что это добрейший, гуманный человек, что он никаких призывов к экстремистским действиям не осуществлял. А наоборот, даже подчеркнул, что Александр все время говорил, что ни о каком насилии по отношению к власти, к представителям власти, к отдельным, ко всем, там неважно. Речи вести нельзя, никому мстить нельзя, и даже мало того подчеркнул, что если вдруг президент станет простым человеком, сказать, ну, когда-то там окажется не у должности, то люди будут следить за тем, чтобы он не подвергался насилию, никакой мести с чьей-либо стороны и так далее. То есть в целом эти показания, они опровергают позицию обвинения о том, что Габышев делал какие-то призывы к экстремистским действиям и так далее. Очень интересно рассказал он о моменте захвата в сентябре 2019 года там, на трассе. Сколько человек в этом было задействовано. По его оценкам это было 30-40 человек. Все были в неопознанной форме, черная форма какая-то. Никто не представлялся, не называл целей вот этой операции по задержанию Александра уволокли вниз лицом с этого места, повалив предварительно палатку. И особенно сказал, что особое внимание было уделено его тележке, вот этой знаменитой, с которой он шел по трассе. А под нее была выделена заранее отдельная машина, эта тележка была погружена туда. То есть это вот, ну, я так понимаю, что это какой-то был для них символ особый, да, вот именно эта тележка, то есть она подразумевала, наверное, что если вот ее и не будет, значит все походы прекратятся, наверное. Почувствуешь в воздухе нездешные отзвуки, увидишь сквозь морок лжи судьбы миражи. Те руки сплетаются, где губы прощаются, и в синий рассветный лед нас небо зовет. Роса рассветная, светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. У века каждого на зверя страшного найдется свой однажды волкодав. Найдется свой однажды волкодав. Так. Поэтому, в общем, дальше был Ростокин, как я сказал, его допрашивали по месту жительства. Ну, собственно говоря, и Егорова, Деда Мороза тоже допрашивали по месту жительства в Тюмени в суде, а Ростокина также в Центральном районном суде Оренбурга допросили. Он, в общем, тоже подтвердил, что никаких призывов к экстремистской деятельности от Александра не звучало. Он сказал, что роликов этих он не видел, каких-то, которые говорят об этом. Ну, также дал характеристику Александру как доброму, так сказать, человеку, который никакой агрессии ни к чему не призывал и сам никакого агрессивного поведения не проявлял. Вот по состоянию, вот о том, что постоянно говорят психиатры, опасен для себя и окружающих, да, вот это очень ярко показал Егоров, опять же, Дед Мороз. То есть он сказал, что никаких малейших признаков вот этого вот опасности для кого-то не было. Он постоянно призывал к гуманизму, даже если какие-то были конфликты, всегда их спокойно решал.
без каких-то, без агрессии, без, тем более, насилия какого-то. То есть ничего в его поведении никогда не показывало на то, что он опасен для себя, либо для окружающих. Да, он высказывал какие-то, кстати, опасения, что вот с ним что-то могут сделать, убить могут и так далее. Но никаких мыслей даже не высказывал относительно того, что в самоубийстве или еще чем-то. То есть как бы все, что вот связано с опасностью для самого себя. Сейчас все. Сегодня прокуратура еще представила документы ряд, а на этом уже все. Закончилась стадия представления доказательств со стороны обвинения, и с завтрашнего дня начинается уже стадия представления доказательств со стороны защиты. Я только что закончил выступать в суде. Вот на этом вот экранчике я видел Сашу. Пообщался с ним немножко, с живым. Спасибо, Саша. Молодец, держишься. Может, что-то слишком эмоционально сказал. Помочь хочется, Саше, помочь. Помочь человеку, который в неволе, на судах. Я же видел его в чистом поле, на просторах нашей России, огромной, красивой. И он, конечно же, и там, в Якутии. Это человек природы, человек планеты прекрасный, а не судебных залов. Дороги забытые, дороги разбитые ложатся под стук копыт, и сердце спешит. И ветры попутные не связаны путами, и утро не станет ждать, нельзя опоздать. Роса рассветная, светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. У века каждого на зверя страшного найдется свой однажды волкодав. Найдется свой однажды волкодав. Время доброе. Выступил в суде по делу Александра Габышева. Самое главное, когда стали показывать картинку заседания суда в Якутске, почти в самом начале Саша встал, а мне не видно, потому что там, ну как, заставочка такая, и как раз он стоит там, где заставка. Я говорю: Саша, возьми чуть левее. Ну, он в середину там зала вышел, вот, он нам как бы рукой помахал. Я ему и сказал: от вас, от всех, Саша, говорю, тысячи людей ждут, когда тебя выпишут из больницы. И он мне говорит: выпишут, меня выпишут. Вот так. Ну, на суде там, ну, суд, сами понимаете, вопросы, защитники, прокурор, судья. Я на все вопросы отвечал искренне, ну, как бы, вот, что прямо сразу вот рождалось, то и говорил. Я всегда надеюсь здесь так по-евангельски, что ли. Тем более сегодня праздник такой евангельский, отчасти Петра и Павла. Если ты прав, и если твое дело угодно Богу, не думай, что сказать. Бог найдет для тебя слова. Ну, не знаю, нашел или не нашел, в общем, говорил. Настроение хорошее, потому что Сашу увидел. Ну, как пообщался, почти вот как с живым человеком. Вот. Таковы возможности сегодняшние. Ну, сейчас запросто можно, вот народовластие, ну реально вся страна может участвовать, и не надо ехать и собираться даже. Все мы можем участвовать легко, легко. Якутск в часовых поясах, в 4 часах
от нас, так сказать, по времени разница. А мы беседуем, общаемся с Сашей. Ну, какие там вопросы много, конечно, много вопросов задавали. Ну, прокурор там, ну, сторона обвинения, все, что, почему там, что за батат, что за нож там и так далее. Ну, а главный вопрос интересовал обвинение, хотел ли Александр Габушев физического уничтожения Путина, говоря об изгнании демона. Ну, сами понимаете, я аж перекрестился в зале, сюда говорю, упаси Господь. Если кто-то, ну не знаю, из силовиков вот так думает и об этом всерьез рассуждает и спрашивает, ну, они вообще не в курсе, вообще, они не представляют даже, что такое Саша, кто он такой, о чем он говорил. Они там что-то читают в обвинительном заключении, неизвестно что, и им что-то грезится, какие-то страшные преступления. Ну, в общем, будем верить добру. Ну, а главное ждать. Ждать теперь уже, я думаю, не так много. Саша в это верит, я в это верю, вы в это верите. Ну и, наверное, небо в это верит, а это главное. Ты вышел из города, из вечного холода, из горной железной тьмы, из древней тюрьмы, из сумрака севера, соцветием клевера, последней весны росток, плетется венок. Роса рассветная, светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. У века каждого на зверя страшного найдется свой. Однажды волка